Животноводам Коми сегодня рассказали о современном оборудовании и технологиях строительства ферм. На спецсеминар в Сыктывкар прибыли представители более 30 сельхозпредприятий и специалисты строительных и производственных компаний. Своим опытом с коллегами делились руководители хозяйств, которые уже внедрили самые современные технологии. Они на деле знают, что такое передовые аграрные технологии. Константин Куратов теперь тоже знает. Старые фермы, изношенное оборудование и большая доля ручного труда, к сожалению, до сих пор актуальны для многих аграрных хозяйств региона. Впрочем, семинар в Сыктывкаре показал, уже немало и тех, кто использует самые передовые технологии, которые в десятки раз увеличивают производительность. Если пригородный мы берем, то там на одного человека производительность труда 1 200 000. Не каждое промышленное предприятие такие показатели имеет. И есть предприятия, у которых 270 рублей на человека. Совершенно очевидно, что вот эта часть предприятия скоро исчезнет с рынка. Но при этом исчезнет не только само предприятие, будут заброшены сельхозугодия, опустеют деревни. Именно новые технологии 3 года назад спасли ухтинское сельхозпредприятие «Изваильский 97» от закрытия коровника на 200 голов. На дефицит высококвалифицированных операторов машинного доения Племхоз ответил закупкой 3 роботов, которые сейчас успешно доят 180 буренок. За этих 3 года мы получили на этом роботе, благодаря тому, что не закрыли комплекс, 2500 тонн молока. Ну, это примерно 100 миллионов выручки. Ну, а я уже называл стоимость 20 миллионов этого робота. Есть, конечно, очень... Вот в этом плане он, конечно, выручил, так сказать, хозяйство и коллектив. Но роботы-дойеры – удовольствие не дешевое и, как выяснилось, капризное. Ему не любая корова подойдет. Нужна определенная форма вымени. Поэтому сегодня производители предлагают более бюджетные варианты. Например, современные компьютеризированные аналоги молокопроводов. Модули можно встраивать в уже существующие системы, просто заменяя ими изношенные части. Еще один плюс – их используют и в привязном, и беспривязном содержании коров. Толчок развитию аграрного сектора могут дать и современные технологии строительства ферм. Например, уже 5 сельхозпредприятий региона могут похвастаться коровниками-телятниками из сэндвич-панелей. В 2014 году было построено 2 комплекса, это в Устильновском районе, это КФХ Томилов и КФХ Соколова, то есть коровник призван содержать на 100 голов и коровник призван содержать на 50 голов. То есть построены они были в рекордные сроки за 2,5 месяца, что в принципе здесь об этом никто не знал, но применяя нашу современную технологию строения и современные материалы, мы не только смогли быстро построить, но при этом удешевить так, что это не стало бременем таким денежным для самих хозяйственников. Сроки возведения чаще всего тоже играют большую роль. Затягивание работ всегда приводит к удорожанию инвестпроекта. Животноводам выгоднее как можно быстрее въехать в новые помещения и повышать удои, чтобы возвращать кредиты уже с реальных доходов и воспользоваться господдержкой на строительство. Раньше у нас получали эту поддержку только сельхозорганизации. Сейчас у нас туда подключены и крестьянско-фермерские хозяйства. В рамках этой поддержки мы компенсируем расходы по строительно-монтажным работам в размере 70% их стоимости. Здесь тем хороша эта поддержка, тем, что, допустим, объект еще не введен, по факту произведенных расходов, документы собираются, на основании актов выполненных работ мы уже производим компенсацию расходов. Главам крестьянско-фермерских хозяйств также напомнили о грантах, которые они могут получить заранее, еще до начала строительства. Кроме того, в этом году республика подключится к еще одной федеральной программе по поддержке молочных ферм. Москва будет возвращать аграриям 20% от стоимости работ. Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал Юрган.